Объемы финансирования в размере 13 с лишним миллиардов рублей. Отправной точкой в реализации плана стало выступление руководителя субъекта на правительственной комиссии в ноябре 2021 года по защите прорывных проектов в рамках стратегии социально-экономического развития Республики Ингушетия. Дальнейшим прогрессом в решении этой задачи явилось заседание с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака в мае 2022 года, на котором было дано поручение о разработке концепции совершенствования ВТРК Арамхи. Концепция предполагает реализацию проекта к 2030 году. Структура финансирования находится на стадии согласования. Предполагается, что основную нагрузку по созданию увеличенной модели деятельности Арамхи несет на себя АО «Кавказ-РФ», частный инвестор. Со стороны региона предполагаются затраты на развитие существующей инфраструктуры для функционирования ВТРК Арамхи. Для этого необходимо предусмотреть в инвестиционных программах «Газпрома» и Россетей Северного Кавказа соответствующие расходы. Новая программа подразумевает строительство горнолыжной, туристической, коммерческой, инженерной инфраструктур. В частности, планируется увеличение протяженности горнолыжных трасс от существующих до 10 с лишним километров, гостиничных мест от 350 до 1705. Предлагается реконструкция водозаборного сооружения с размещением пожарного резервуара, прокладка водопроводных сетей протяженностью 22 с лишним километров. В рамках концепции предполагается создание крупнейшего экстрим-парка, в котором предполагается организация тематических зон с различными видами спортивных развлечений. Веревочный парк, родельбан, памп, трек, зиплайн. Проектами также предполагается размещение объектов спортивного назначения, бейджампинга, авиаферрата, вело- и пешеходных маршрутов. Также увеличение туристического сервиса, это смотровые площадки, горные качели, гастротуризм, а также размещение палаточных лагерей в горах и туристических базах. Инженерная инфраструктура. В рамках концепции предполагается следующие нагрузки инженерной инфраструктуры. Расчетное водопотребление ВТРК Арамхи составит 980 кубов в сутки. Для обеспечения нового строительства централизованным водоснабжением предполагается реконструкция водозаборного сооружения с размещением пожарного резервуара, прокладка водопроводных сетей протяженностью 2 линий по 2,9 километров. Арамхи имеет все предпосылки стать одним из самых привлекательных мест на Северном Кавказе. Курорт расположен среди прекрасного горного ландшафта, вблизи от средневековых башенных комплексов наших предков. Наша задача – создать там все необходимые условия для людей, которые приезжают, чтобы отдохнуть или поправить здоровье. Теперь, когда есть поддержка федерального центра, обозначены задачи и сроки, эта масштабная идея стала осуществима, заявил Махмуд Али Калиматов. Мы должны воспользоваться тем более поддержкой правительства в лице курирующего у нас вице-премьера Новака, Кроме того, и инвесторы, они искренне хотят сделать то, что улучшить данную ситуацию в Джайрахском районе, да и вообще, кроме того, еще Асинское ущелье, целое возьмем от Нестеровской и дальше, берег Асы. У нас там есть возможность тоже сделать набережную 1-2 километра, чтобы туда можно было отдельно с той стороны спуститься, стоянку сделать на машин 100, чтобы люди могли туда прийти и набережная там. То есть развитие у нас есть, видение есть, и есть к тому это, и нам уже навстречу идут, что там должны быть очистные сооружения. У нас очистные сооружения, цех и потом последний завод, который мы строили, до 98%, да? 97-98%. Чистая вода. В принципе, техническая, но она чистая вода. Настолько очистные сооружения. Вот они стали. А Джайрах это, как, вы сами знаете. Мы ни в коем случае не должны загрязнить это. Ничем. Не ради курорта, не ради там денег и тому подобное. Нам предки передали это. Все вещи, которые касаются экологической составляющей, пока Роспотребнадзор, пока служба заключения не даст, не просто так, а с 3 печатями, хотите 5 туда поставьте, в Джайрахе ничего нельзя делать. Ничего. В Джайрахском районе. Да и вообще по ущелью
и везде. Понятно? Махмуд Али Калиматов дал поручение региональному правительству активно взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями, а также оказывать необходимое содействие акционерному обществу «Кавказ.РФ» при разработке проектной документации с целью строительства или реконструкции внешних объектов инженерной, коммунальной, транспортной инфраструктуры непосредственно в момент реализации всех этапов концепции. Дана Плиева, Хусен Гагиев, Рахман Цуров, Ахмед Парчиев. Новости 24.